Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. В ходе беседы главы двух государств обсудили состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений, стратегического партнерства в двухстороннем и многостороннем форматах. В этом контексте стороны также обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Вот в действие первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции, несомненно, это коренной поворот в истории независимого Таджикистана и устойчивый шаг нашей страны в направлении достижения первой национальной стратегической цели – энергетической независимости. В своем послании Маджлиси Оли страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в первую очередь отметил важность развития сферы энергетики страны. За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны увеличилась в объеме 1520 мегаватт. Были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи. С начала строительства Рагунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда самани. Только в 2018 году 3,9 миллиарда самани, а в 2019 году с этой целью намечено направить почти 4 миллиарда самани, что позволит своевременный пуск второго агрегата крупнейшей в регионе гидроэлектростанции. Сейчас продолжается реконструкция гидроэлектростанции Сарбанд на сумму 1,3 миллиарда самани, а в 2019 году начнутся работы по реконструкции Каракумской ГЭС на сумму 1,9 миллиарда самани и первый этап реконструкции Нурекской ГЭС на сумму 3,5 миллиарда самани. После полной реконструкции мощность этих трех электростанций по сравнению с нынешней их реальной мощностью в целом возрастет на 840 мегаватт. Только Рагунская ГЭС позволит, чтобы жизнь Нурекской ГЭС продлилась на столетие. Это означает, что в Нурекское водохранилище из Рагунской ГЭС будет поступать чистая от осадков вода, и Нурекское водохранилище впредь не будет заиливаться. Вдобавок к этому мощность производимой электроэнергии действующих гидроэлектростанций Вахшского каскада увеличится на 4 миллиарда киловатт-часов. В целях дальнейшей устойчивости энергетической системы страны начаты работы по реализации регионального проекта КАСА-1000 общей стоимостью почти 11 миллиардов самани, которые завершатся в 2021 году. Также уже в этом году для эффективной деятельности Рагунской ГЭС сданы в эксплуатацию современное комплектное распределительное устройство, то есть подстанция на сумму 530 миллионов самани, 500 киловольтные линии электропередач в районах республиканского подчинения на сумму почти 750 миллионов самани и 220-киловольтная линия Айни-Рудаки на сумму 250 миллионов самани. В текущем году мы сделали не только устойчивый шаг для достижения энергетической независимости, но и впервые за 27 лет суверенитета нашей страны полностью обеспечили республику электроэнергией в течение 2 последних лет и экспортировали электроэнергию в объеме почти 3 миллиардов киловатт-часов. Наряду с этим правительство страны принимает эффективные меры для дальнейшего реформирования управления сферой разработки новой системы учета затрат на производство, передачу и распределение электроэнергии и внедрения современного механизма учета и сбора денег за использование электроэнергии путем использования электронной системы. Необходимо подчеркнуть, что использование громадных гидроэнергетических мощностей Таджикистана для обеспечения стран региона чистой, с экологической точки зрения электроэнергии, одной из основ развития зеленой экономики, может содействовать сокращению выбросов углекислых газов в атмосферу. В настоящее время Таджикистан, согласно оценкам международных организаций, занимает 6-е место в мире по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Наша страна имеет возможность после ввода в действие новых мощностей, в том числе и Рагунской ГЭС, выйти на 2-е или 3-е место в мире по выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Это будет вкладом Таджикистана в решение одной из главных проблем –
сокращение выбросов углекислого газа в атмосферное пространство и уменьшение губительных последствий потепления климата. Одновременно с упомянутыми проблемами необходимо проявлять серьезное отношение к вопросам охраны окружающей среды, растительного и животного мира, экологической ситуации и с этой целью добиваться пересмотрения подхода к вопросу усовершенствования законодательства в этой сфере. Ведь охрана окружающей среды в настоящее время является одним из основных факторов привлечения туристов. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, по многочисленным просьбам граждан нашей страны сегодня в 19 часов 30 минут по всем телевизионным и радиоканалам будет повторно транслироваться послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Мы продолжаем выпуск. Саразм – это первый в Таджикистане памятник всемирного наследия. Это древнейшее поселение, расположенное в 15 километрах к западу от районного центра Пенджикент на левом берегу реки Зиравшан. В своем послании парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что в 2020 году в республике будет организовано празднование в честь древнейшего памятника – городища Саразм. На севере Таджикистана находится одно из древнейших поселений Центральной Азии – Саразм. Это поселение существовало с 4 по 2 тысячелетие до нашей эры. Археологические раскопки древнего памятника начались еще в 1970-х годах. Название Саразм происходит из таджикского «сари-замин», что в переводе означает «начало земли». В 1984 году к раскопкам были привлечены международные эксперты, которые определили возраст найденных артефактов. Останки принцессы Саразма были обнаружены в центре могильного комплекса Саразма в 1985 году. Ученые сетуют, что до сих пор точного определения как погребения, так и весь комплекс не получили. Они связывают это с отсутствием точного синхронного аналога, который, возможно, надо искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, до сих пор хранящего множество тайн о древней истории человечества. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культурные сооружения, общественные и жилые строения Саразма. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом из Республики Таджикистан. В своем послании парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в 2020 году в Таджикистане будет организовано празднование в честь этого древнейшего памятника. Это мероприятие позволит достойно представить нашу, насчитывающую 5500 лет и признанную мировыми научными кругами культуру человечеству. С начала раскопок и до сегодняшнего дня в Саразме найдено 10 тысяч различных артефактов. Каждый из них уникален и важен для дальнейших исследований. В своем послании парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в 2020 году в Таджикистане будет организовано празднование в честь этого древнейшего памятника. Это мероприятие позволит достойно представить нашу, насчитывающую 5500 лет и признанную мировыми научными кругами культуру человечеству. Нам необходимо охранять наши исторические памятники, благоустраивать их, относиться к ним как к составной части исторической судьбы нашей древней нации. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. 27 января в Парке культуры и отдыха имени Фирдавси состоится республиканское мероприятие, посвященное празднику сада. Будут организованы выставки семян сельхозкультур и представлены уборочная техника, породы домашних животных, национальные блюда и продукция народных ремесел. Кроме того, для участников праздника будут организованы ярмарки продажи саженцев и продуктов питания. Праздничное мероприятие будет сопровождаться культурной программой с участием мастеров искусств Таджикистана
Таджикистана. Аналогичные мероприятия, посвященные празднованию Сада, будут организованы во всех районах и городах Таджикистана. По предложению правительства Таджикистана парламент республики в конце октября 2017 года принял поправки в закон о праздничных днях, в рамках которых в стране ежегодно 30 января будет отмечаться праздник Сада. В этом году праздник отмечается во второй раз. Празднование Сада ученые относят к арийской цивилизации. Наши предки в конце зимы собирали дрова и на широких площадях разжигали костры. Таким образом, они призывали вновь вернуться к теплу, танцам, веселью и радости. Праздник Сада был известен еще до Средневековья и отмечался как предвестник Навруза. С древнейших времен праздник Сада отмечался за 50 дней до наступления Навруза, 10-го Бахмана, то есть 30 января. Сада является древнейшим праздником таджикского народа, который достался нам от предков. Этот праздник связан с числом 100 – сад, 100 детей Каюмарса или 50 дней и 50 ночей. Традиции и обычаи арийцев насчитывают более 3 тысячелетий. Ярче всего древние традиции проявляются в сохранившихся до сегодняшнего дня праздниках, к которым относятся Сада, Навруз, Мехргон и другие. Таджикский народ считает, что почитание и уважение древних арийских праздников и традиций, включая Мехргон, Навруз, Сада и другие, являются неотъемлемой частью традиционной культуры таджиков. Знание истории, как и понимание символического значения праздников, являются необходимыми для воспитания чувства патриотизма, понимания национальных ценностей и формирования таджикской национальной самоидентификации у подрастающего поколения. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. 4 человека погибли в результате инцидента со стрельбой, которая произошла в штате Джорджия. Уточняется, что еще один человек получил ранение. Из-за короткого замыкания электрических проводов на железной дороге в лесном хозяйстве Ларийской области Армении вспыхнул крупный пожар. Реки города Бекаси на острове Ява превратились в мусорную свалку. Тонны мусора в сезон дождей скапливаются в воде и на берегах. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. 4 человека погибли в результате инцидента со стрельбой, которая произошла в штате Джорджия. Уточняется, что еще один человек получил ранение. Убитые 2 женщины и 2 мужчин. Их обнаружили в разных местах. Накануне 24 января в штате Флорида неизвестный мужчина захватил заложников и устроил стрельбу в банке. В результате штурма здания пострадали несколько заложников. 5 человек погибли. Подозреваемый был задержан. Наиболее вероятной версией полиция называет попытку ограбления банка. Из-за короткого замыкания электрических проводов на железной дороге в лесном хозяйстве в Ларийской области Армении вспыхнул крупный пожар. Хотя пожар уже локализован, однако к процессу тушения пламени из-за сложного рельефа невозможно подключить специальную технику. Все приходится делать вручную. Отмечается, что огонь охватил территорию площадью 5-6 гектаров. Реки города Бекаси на острове Ява превратились в мусорные свалки. Тонны мусора в сезон дождей скапливаются в воде и на берегах. Пластиковый мусор и другие виды отходов туда сбрасывают деревенские жители, хотя местное население ежегодно пытается очистить реки. Власти направили на уборку мусора 25 единиц спецтехники, но ресурсов оказалось недостаточно. Ежегодно около 1,5 миллионов тонн пластиковых отходов в Индонезии попадает в океан. Ситуация привела к тому, что в 2019 году на острове Бали ввели запрет на бесплатные пластиковые пакеты в супермаркетах. Ну и последнее. В период с 25 по 27 января в связи с прояснением погоды в большинстве районов республики ожидается усиление морозов. В связи с этим на автомагистралях республики сохранится гололед. В горных районах в ночное время возможно понижение температуры до 15-20 градусов мороза. В западных районах Горно-Бадахшанской автономной области 20-25 градусов мороза. В восточных районах БАУ 31-36. В районе Булункуля до 50 градусов ниже 0. В дневное время в большинстве горных районов предполагается понижение температуры до 5-10 градусов мороза, в восточных районах БАУ до 13-18. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. О развитии событий в следующих выпусках информационной программы «Ахбор». Будьте здоровы!